Добрый день. Разрешите представиться. Я Цой Вячеслав Николаевич, заведующий лабораторией Балхашского филиала ТО НПЦ рыбного хозяйства. Сегодня мы поговорим о промысле рыбы на озере Балхаш и о проблемных вопросах. Как вы знаете, озеро Балхаш – это одно из крупнейших водоемов, внутренних водоемов бесточных, на котором добывается порядка 7,5 тысяч тонн рыбы. Поэтому при промысле рыбы возникает множество вопросов, касающихся как охраны, как воспроизводства рыбных запасов, так и контроля за промыслом самим. Сейчас уже поступили вопросы, давайте посмотрим. Нет, это просто люди, которые присоединились. Так, у нас присоединилось несколько человек, но пока вопросы не поступили. Я коротко расскажу о том, что в озере Балхаш обитает 10 промысловых видов рыб. Это сазан, лещ, белый амур, жерех, вобла, карась, сом, судак, берж, змееголов. И есть еще промысловые, но охраняемые виды, занесенные в Красную книгу. Это шип из осетровых, это аральский усач, это балхашский окунь и балхашская маринка, подвид ее илийская маринка. В последнее время илийская маринка практически не встречается. Если изредка встречается еще со слов инспекторов рыбоохраны и природопользователей, встречается шип, например, аральский усач, балхашский окунь довольно-таки часто встречается, то илийская маринка практически выпала из состава ихтиофауны. Поэтому из тех 10 видов, которые у нас обитают в Балхаше, наибольшее значение, конечно, имеет лещ. Леща добывается порядка 70%. Если взять годовой улов, то это порядка 70% приходится на леща. Естественно, в эпоху рыночной экономики в основном требуется людям, конечно, тем, кто занимается промыслом, конечно, они ориентируют свою рыбалку полностью на наиболее ценные виды рыб, такие как сазан, такие как судак, жерех, сом. И долавливаются рыбы такие как карась, плотва. В последнее время, правда, начали обращать внимание и на плотву. Так. Что-то я не пойму, нажать надо. Угу. Так, давайте задавайте вопросы, те, которые вас интересуют, касаемо проблем промысла рыбы на озере Балхаш. Так, здесь вопросов я что-то не вижу здесь вообще как-то.
Ну, в основном проблемные вопросы у нас состоят в том, что один из важнейших вопросов – это то, что на Балхаше очень много рыбопромысловых участков. Их там порядка 70 у нас основных участков и 49 подучастков. В целом получается у нас 119 территориальных единиц. Вот. И чтобы, естественно, проследить, проконтролировать весь промысел на таком большом, обширном, как говорится, массиве практически невозможно. Здесь множество причин, почему нет у нас должного контроля. Я расскажу позже об этом. Вот. Что касается выполнения, значит, основных задач, которые, значит, возлагаются, например, на промысел и в то же время возлагается на охрану. Значит, промысловики, естественно, должны использовать те орудия лова, которые разрешены на водоеме. Значит, они должны вести именно промысел в тех местах, за которыми, на тех участках, на которых они закреплены. Вот. Должен вестись контроль практически ежедневно, согласно закону, за, значит, прохождение промысла. Конечно же, скажем честно, это не всегда происходит на нашем водоеме. Вот. И отслеживать дальше прохождение выловленной рыбы тоже, как говорится, затруднительно. Вот. Сохранение ее, транспортировка и реализация. Ну, что касается промысла. Конечно, на водоеме у нас есть ограничения и запреты. Значит, есть на отдельные виды рыб установлены минимальные промысловые меры. Это сазан, судак, жерех и лещ. Значит, для сазана промысловая мера установлена 40 сантиметров, для жереха, судака 37 сантиметров и для леща 19 сантиметров. Значит, разрешенный прилов на Балхаше для оценивающих орудий лова 5%, для, значит, объячивающих орудий лова 8%. Ну, проверить это, какой прилов, скажем, в неводах и в тех же сетях, конечно, тоже очень трудно, потому что, значит, протяженность озера с запада на восток или с востока на запад, значит, более 600 километров. Поэтому, естественно, та рыбоохрана, отделы рыбоохраны, которые находятся на озере Балхаш, конечно, не успевают это все проследить и проконтролировать. Ну, к примеру, скажем, Балхашский отдел Карагандинской территориальной инспекции, ее штатный состав 7 человек вместе с начальником, а протяженность участков границ в пределах Карагандинской области более 150 километров. Конечно, не все, значит, ежедневно, естественно, проверить все те участки, которые находятся в пределах Карагандинской области, конечно, не представляется возможным. Это тоже одна из проблем. Так, ну у нас поступили вопросы, да? Так, где? Я что-то не вижу. Наверх? Вот, минутку. Так, поступил вопрос. Каковы ваши прогнозы предельно допустимых объемов вылова на озере Балхаш в текущем году? Сопоставимы ли эти величины с лимитом вылова десятилетней давности? Ну, если взять на текущий год, то мы даем прогноз на 2 периода. Это с 15 февраля по 1 июля значит, 2020 года и с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года. Значит, предельно допустимый улов на первый период 4,5 месяцев у нас 2685 тонн. И ПДУ, скажем, с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года составляет 7586 тонн. Вот. Ну, это, в принципе, 7500, если годовой улов, примерно у нас так прогнозируется, примерно в таких пределах, от 7200 до 7700 тонн.
принципе, это хорошие цифры, скажем, для Балхаша это нормальные, значит, уловы. Но, скажем так, что, вот, скажем, если сравнить его 10-летней давности, то, значит, к 2010 году мы планировали, прогноз общего допустимого улова был 9449 тонн. То есть, грубо говоря, сегодняшние прогнозы, они где-то порядка на 2000 тонн меньше, чем, скажем, 10 лет назад. Ну, конечно, скажем так, что за эти десятилетия рыбы стало чуть меньше. Вот, поэтому прогнозируются они в таких объемах. Ну, а если иными словами сказать, за 10 лет рыбы на Балхаше стало меньше. Так, вот еще один присоединился к нам подписчик. Сколько рыбодобывающих организаций ведут промысел рыбы на озере Балхаш? Ну, скажем так, в 2019 году было, вели промысел 20 рыбодобывающих организаций. Это 12 организаций по Алматинской области, 6 по Карагандинской и 4 по Жамбылской области. Если брать в процентном соотношении, то процентов практически где-то 70% падает на Алматинскую область добычи рыбы, а где-то процентов от 12 до 15% это Карагандинская область и Жамбылская. То есть они, скажем, если в цифрах это выразить, то порядка 600 с лишним тонн это будет по Карагандинской, порядка 700 с небольшим тонн это по Жамбыльской, и все остальное это падает на практически там 5000 тонн падает на больше 5 даже тысяч тонн падает на Алматинскую область. Ну, в принципе, все это зависит от того, что, конечно, вся рыба, она большей частью сконцентрирована по южному побережью, поэтому там, где, значит, по Алматинской области выделяются квоты намного выше, конечно, чем, скажем, по другим областям. Так, ну что здесь еще можно добавить по промыслу? Значит, 20 рыбодобывающих организаций, их было больше, конечно, но со временем они, значит, количество их уменьшилось. Вот. Есть резервные водоемы, которые еще не закреплены за природопользователями, но в принципе 20 рыболовных организаций, в принципе, это вполне оптимальное количество, значит, рыбодобывающих предприятий, и в том числе крестьянских хозяйств, и в том числе, значит, таких крупных объединений, как фирма Балхаш-Балык, значит, фирма-компания Минерал, то есть это те организации, Отец Биазия, это те организации, на которые падает большая часть именно лимитов, которые осваиваются рыбодобывающими организациями. Поступил еще вопрос. Какова оснащенность этих организаций сетями, невидами, лодками, холодильниками? Ну, значит, все организации, естественно, оснащены, значит, холодильными агрегатами различной мощности и емкости для, значит, сохранения рыбы.
Значит, 10 пользователей рыбных ресурсов имеют закидные невода. То есть из 20 половина только имеет, значит, закидные невода от 1 до 10 единиц. Значит, 5 организаций имеют винтиря, 4 организации имеют крючковую наживную снасть. Где-то около 5 организаций крупных, которых я вот называл, они имеют еще катера, транспортные средства, плавсредства, которые производят, то есть, так скажем так, охлаждение рыбы и транспортировку рыбы. Значит, какие орудия лова? Ну, орудия лова, все организации снабжены уставными жаберными сетями. Ну, как я говорил, 10 из организаций имеют закидные невода. Почему такое, значит, расслоение, что 10 имеет, 10 не имеют? Ну, во-первых, Балхаш у нас есть места, которые пригодны для неводного лова, есть, скажем так, что дно до того крупнокаменистое, что, в общем-то, использование неводов не представляется возможным. В основном это северное побережье. Поэтому по северному побережью в основном применяются основные сети. Но крючковая наживная снасть и винтиря, конечно, применяются по южному побережью, в основном по южному. Изредка, конечно, есть, значит, природопользователи, которые выставляют крючковую наживную снасть и по северному берегу. Но это одно предприятие МЖК. Остальные, значит, все другие рыболовящие организации в основном все выставляют крючи и винтиря по южному побережью. Вот. Ну, коротко, если сказать, то так. Почему рыбодобытчиков в последнее время начала интересовать плотва? Ну, плотва у нас, мы ее называем вобла, это каспийская плотва, это вобла. Ну, значит, дело в том, что это, скажем так, в Урало-Каспийском бассейне плотва это вообще-то один из основных промысловых видов рыб. И, в принципе, это ценная промысловая рыба для Урало-Каспийского бассейна. В принципе, если взять для Балхаша, то плотва, конечно, темп просто не такой у него высокий, но, однако же, по южному побережью плотва довольно-таки крупная. И она растет хорошо, значит, неплохая у нее упитанность, скажем, чем у плотвы по северному побережью. Поэтому в последнее время по южному побережью озера Балхаш промысел именно плотвы, он несколько увеличился. Ну, потому что на него, по всей видимости, появился спрос. Я думаю, что спрос в данном случае как раз и определяет то, что начинает активно, значит, вылавливаться тот или иной вид рыбы. Естественно, постоянно, скажем, вот на Балхаше судак, это самый коммерчески выгодный вид рыбы. Конечно же, весь промысел практически ориентирован именно на вылов именно судака. Ну, так как я уже говорил, все-таки рыбы у нас меньше становится. Скажем, лещ, он не является у нас коммерчески ценным видом рыбы. Скажем, что они, рыбаки в открытую говорят, что им невыгодно ловить этого леща. Ну, приходится его ловить, потому что все-таки основная масса, как я уже говорил, 70% падает именно на вылов леща. Поэтому по-любому осваивать, если они не будут осваивать, значит, рыбные ресурсы, то, конечно же, у них будут проблемы с договорами, с последующими, значит, перезакреплением этих участков. Поэтому, конечно, вылавливается. Но все же, я еще раз говорю, если, например, там вобла в свое время не превышало, скажем, 50% освоения, то сейчас уже, в принципе, до 70-80% осваивается этот вид рыбы. Так, вот вопрос, а правда ли, что озеро Балхаш часть его соленая, а часть пресная? Ну, это правда. У нас западная часть до узкости, условно можно назвать пресная вода в ней.
скажем, от узкости на восток до конечности, восточной конечности, она является солоноватой, скажем, если сказать в цифрах, то у нас в среднем где-то по западному Балхашу где-то около 1,5 грамма на дециметр кубический, а по восточному Балхашу у нас где-то порядка 3-3,5, да, грамма на дециметр кубический. Ну, почему так происходит? Потому что основная артерия озера Балхаш, которая является река Или, в основном она несет пресную воду. Ну, есть еще реки такие крупные, как Каратал, Липсы, Аксу. Они тоже несут, но не в таких объемах, конечно. Все-таки 80-85% пресной воды несет река Или. Поэтому, впадает она в южную конечность, юго-западная часть озера Балхаш. То есть западная часть опресняется, а вся соль, которая накапливается, это постепенно скатывается в восточную часть, более глубоководную. Поэтому по этой причине, в принципе, вся, значит, минерализация, вся соль именно скапливается в восточной части. Но так как восточная часть тоже опресняется восточными реками, значит, как я уже говорил, Каратала, Липсы, значит, Аксу и Аягус, то, естественно, она, восточная часть, осолонение его происходит медленными темпами. Если бы не было этих рек, конечно, восточная часть была бы более соленой. Так, давайте дальше посмотрим. Так, вот. Какие меры, по вашему мнению, необходимо предпринять для сохранения и увеличения рыбных запасов на озере Балхаш? Ну, здесь надо сказать так, что здесь комплекс должно быть мер, комплекс общих усилий для того, чтобы мы сохранили и увеличили рыбный запас на озере Балхаш. Но в первую очередь, конечно же, необходимо внести изменения, скажем так, дополнения в нормативы по промысловому усилию. Необходимо дать больше прав, скажем, органам рыбоохраны, снабдить их, улучшить их материально-техническую базу. Ну, к примеру, скажем так, что я уже говорил про, значит, северное побережье, отдел Балхашской инспекции. Ну, практически у них одна лодка и один подвесной мотор. Это сплав средств. Раньше был у них катер, но из-за того, что он уже изношенность его большая, его списали. То есть даже у них сейчас на Балхаше, на таком большом протяженном участке, нет ни одного скоростного катера. Естественно, если браконьер имеет, скажем, плавсредства с моторами от 70 и выше лошадиных сил, то, скажем, для балхашского отдела у них Ямаха там 40 лошадиных сил. Конечно, они никогда не догонят ни браконьеров, не знаю, там, значит, любого убегающих от них рыболова. Вот. Кроме того, нужно совершенствовать нормативно-правовые акты, конечно, значит, по рыболовству. Нужны также, как я уже говорил, нужно изменить схему рыбоохранных учреждений, которые расположены по озеру Балхаш. Их пока у нас, значит, Балхашский отдел, Карагандинской территориальной инспекции, потом юго-западный отдел, это Жамбульская область, и по Алматинской области 2 инспекции, это Каратальская и Нижнеилийская, то есть 4. Мы в свое время, значит, в прошлом году предлагали увеличить, значит, количество отделов на 1 единицу, то есть нужно северо-восточная часть побережья, практически она мало, конечно, контролируется, мало охраняется, поэтому ранее там был отдел инспекции, мы вот предлагаем ее восстановить, это Каракумская. В районе дислоцирование ее будет в поселке Каракум, она как раз будет полностью контролировать, там, скажем, рыбоучастки от Каракума до Аягуса по северному побережью.
Вот. И если мы объединим все эти усилия, ну, для Балхаша, да, еще должен сказать, что для Балхаша установлены нормативы. Конечно, их надо соблюдать. То есть, если мы пишем, что на водоеме должно находиться, там, скажем, 54 невода, да, и, скажем, 3500-600 штук количества сетей ставных, то она не должно быть больше. То есть, надо это проконтролировать. Потому что на Балхаше, как правило, вот, скажем, в прошлом году заявили вот 65 неводов. Ну, если норматив установленный есть, конечно, надо контролировать такие вещи. Вот. Необходимо еще, кроме вот контроля за промыслом, нам надо... Необходимо определить запретные зоны, скажем, для рыболовства на Балхаше. Над этим мы сейчас работаем как раз. Вот. И вот если объединить все эти усилия, всех заинтересованных лиц, объединить, а заинтересованные лица кто? Это уполномоченный орган, это природопользователь, это рыбоохрана. Если мы объединим все эти усилия, как говорится, в этом направлении, ну, я думаю, что когда-то к этому придем, вот, тогда я думаю, что на Балхаше у нас будет и хорошее воспроизводство, рыбные ресурсы будут сохраняться и увеличиваться. Вот. Ну, так как я, вот, скажем, работаю в системе вот, рыбохозяйственной науки последние 10 лет, все-таки я наблюдаю, что те меры, которые предпринимаются по скажем, внесением добавок, дополнений в ограничения запрета, например, внесение наших дополнений в правила рыболовства. Ну, то есть мы все время стараемся совершенствовать нормативно-правовые акты. Вот все это приводит к тому, что, скажем, рыбный запас на озере Балхаш пока еще у нас сохраняется на хорошем уровне. Вот. Идет, естественно, воспроизводство, но все-таки это мало, для этого нам необходимо, конечно, надо больше работать над этим вопросом. То есть проблемные вопросы на Балхаше не отпадают, с каждым годом они возникают, те или иные вопросы всплывают все равно. То есть мы должны их решать оперативно. Так, здесь какие прогнозы по озеру Балхаш в условиях изменяющегося климата? Ну, я имею в виду, я так понял, прогнозы по уровневому режиму озера Балхаш в изменяющемся климате. Ну, вот по мнению специалистов, наших гидрологов, озеро Балхаш в настоящее время, значит, находится пока что уровневый режим, находится в стабильном состоянии, хотя уже есть некоторые такие подвижки к тому, что уровень постепенно на Балхаше снижается. Вот. То есть фаза, многоводная фаза на Балхаше, она меняется всегда маловодной, через определенное время есть такие циклы, значит, циклы бывают разные, 7-летние циклы, 25-летние циклы, 100-летние циклы по, значит, гидрологическому режиму. Вот кратковременные циклы 7- и 10-летние, они сменяют друг другом более часто. Скажем, вот на Балхаше как раз мы прогнозировали в свое время, что в 2016 году уже будет постепенно снижаться уровень воды. Но за счет того, что все-таки, как вот правильно пишете, в условиях изменяющегося климата, за счет таяния ледников, значит, вода в Балхаш прибывает больше. Но еще кроме того, что надо знать, что все-таки вода напрямую по реке Или, она не попадает в Балхаш. Все-таки на пути ее, значит, есть Копчегайская ГЭС. Поэтому здесь еще есть такой фактор, как все-таки определенный уровень воды должен накапливаться на Копчегайском водохранилище, для того, чтобы нормально функционировала Копчегайская ГЭС, а потом уже, как говорится, то, что уже идет лишком, она будет сбрасываться в Нижний Беф и идти уже до озера Балхаш. Кроме того, мы знаем, что река Или – это трансграничная река. Но в последнее время опасения вызывает наших специалистов-гидрологов то, что, в общем-то, в соседнем государстве, в КНР, планируется вот именно на реке Или довольно-таки обширное строительство
значит, каскад целых водохранилищ, которые, естественно, будут заполняться за счет вод реки Или. То есть в будущем мы как бы уже предполагаем, что мы можем потерять до 4 кубокилометров объема воды, которая поступает в Балхаш. Если нормально, скажем, у нас поступление, там, скажем, чтобы уровень воды сохранялся выше 341 метр Балтийской системы, отметка, то, конечно, там воды, конечно, нам нужно хотя бы 13-13,5 кубокилометров воды, чтобы поступало в Балхаш, типа реки Или. Если мы будем потеряем от 3 до 4 кубокилометров, Балхаш, естественно, начнет мелеть. Самый, конечно, плохой сценарий, это тогда, когда у нас восточная часть и западная отделится друг от друга. Но я думаю, что до этого не дойдет. Все-таки сейчас идет двухстороннее, по-моему, соглашение с китайской стороной и казахстанской стороной. Приходит к тому, что все-таки мы должны заботиться о том, чтобы такое уникальное озеро, как озеро Балхаш, все-таки должно сохраниться. Поэтому я не думаю, что наше правительство доведет до такого состояния, что мы потеряем след за Аралом и такое озеро, как озеро Балхаш. Такое вот жемчужина, грубо говоря. Как обычно говорят по Балхаш, это жемчужина центрального Казахстана. Я думаю, что такой все-таки прогноз, он наиболее такой... Ну, самый такой, который уже мы берем, что уже может быть это случится, а может быть нет. На самом деле мы думаем, что все-таки не случится такой прогноз, что не будет у нас столько воды отбирать. И Балхаш, я думаю, у нас сохранится для будущих поколений. Возможно ли выращивать судака в рыбосадковых линиях, рыбоводных садковых линиях? Ну, я думаю, что в принципе это возможно. У нас, по-моему, сейчас есть даже, по-моему, небольшие наработки в этом плане. Вот. Ну, я думаю, что у нас будут специалисты, аквакультурщики выступать, они более подробно вам об этом расскажут. Озеро Балхаш глубокое, самая большая глубина. Ну, если в среднем брать, то озеро Балхаш, она не глубокое. Самая более глубокая часть, это я как уже говорил, это восточная часть, от Ускости до Аягуза. Там встречаются, значит, глубины до 26 до 28 метров. А по западной части средней глубины это от 4 до 6 метров. То есть это, западная часть, она не глубокая. Так, какие орудия лова применяются на озере Балхаш и какой процент улов падает на их долю? Ну, я уже говорил выше, у нас в основном применяется это закидные невода, неравнокрылые невода, значит, ставные жаберные сети, потом винтиря, крючковая ножевая снасть, ну и в одной организации имеется волокуши. Но волокуши, в принципе, это тот же самый невод, только равнокрылый и меньших размеров. Так, какой процент падает на их долю? Ну, в основном, конечно, основная доля падает на закидные невода. Это процентов 65 до 70% падает на невода. Ну, процентов 30 у нас, 25-30 у нас падает на вылов стальными сетями жаберными. Вот. А уже где-то около 5%, там, от 2 до 5% падает на остальные виды орудий лова. Это, еще раз повторюсь, это винтиря и крючковая ножевая снасть. Так, давайте дальше. Каковы нормативы промыслового усиленного озера Балхаш и какая реальная промысловая обстановка на водоеме? Но я уже называл, что значит, были... Значит, в прошлом году, по-моему, да, были утверждены нормативы промысловой силы по крупнейшим водоемам.
республики. На озере Балхаш также были утверждены нормативы, но они, я так оглашу их, это 54 невода, 3600 ставных сетей, значит, 504 рыбака, 120 моторных лодок и 108 значит, неводных ботов. То есть невода в основном, они у нас оттягиваются ботами, то есть обслуживаются ботами, 2 бота на каждый невод. Бот это СМБ-40. Ну, вопрос в том, что реально ли она у нас, эта промысловая обстановка, вот именно такова, которая она соответствует нашим утвержденным нормативам. И, как я уже говорил, что все-таки пока что у нас природопользователи не выполняют, значит, эти нормативы. Скажем, в 2019 году было заявлено 65 неводов, порядка 6 тысяч, немножко более 6 тысяч сетей, вот, ну, где-то 1500 ветрей и 3500 крючев. Ну, скажем, конечно, больше вызывает сомнения и вообще, как говорится, о том, что почему 65. Но если у нас норматив 54, то 65, конечно, это очень много. Если, скажем, 3600 сетей хватает для того, чтобы обловить те же самые 25-30% рыбы, да, из общего лимита, то тоже вызывает удивление. Почему их заявляется, например, 6000 сетей? Вот. Здесь, конечно, нужен контроль, и все-таки эти нормативы, раз они уже утверждены, все-таки мы должны придерживаться их. Сколько время? Сколько лет ваш филиал работает на Балхаше? Ну, филиал образовался, если я не ошибаюсь, в 1986 году. А до 1986 года у нас здесь было головное в Балхаше, как раз было головное предприятие Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Вот, потом, значит, головной институт перебазировался в город Алмату, а здесь остался филиал. Ну, это было, по-моему, в 1986 году, если не ошибаюсь. Сохраните эфир, пожалуйста. Мы, конечно, сохраним. Так. Сколько времени? Или я уже перебрал? Сейчас еще вот какой-то вопрос, по-моему, есть. Да что ж такое? Ну, вопрос снова, какие виды обитают. Я вначале кратко обозначил, что какие рыбы у нас обитают. Ну, повторюсь еще раз вы не смотрели эфир сначала, поэтому у нас 10 промысловых видов рыб. Это сазан, белый амур, жерех, вобла, карась, сом, берж, судак, змееголов. Это те виды, которые, значит, разрешены к промыслу. Есть 4 вида, которые занесены в Красную книгу. Они промысловые, но как бы, в настоящее время, значит, численность их невелика, и они, значит, находятся под охраной. Это шип из осетровых, это ральский усач, это балхашский окунь и илийская маринка. Это подвид балхашской маринки. Вот это 4 вида, которые... Из них, значит, балхашская, илийская маринка и, значит, балхашский окунь являются эндемиками озера Балхаш. Шип и аральский усач, они зарыблялись вместе в свое время, в 1931-1933 годах, они являются, значит, вселенцами. Каково процентное соотношение различных промысловых видов рыб в общем годовом вылове? Какие виды реально ориентирован промысел? Ну, я немножко уже затрагивал этот вопрос. Основу промысла, конечно, составляет лещ, это около 70%. Значит, в различные годы бывает 69, 71, ну, в среднем, если брать, то 70%. Значит, далее за ним идет судак,
это от 8 до 10%. Далее идет у нас вобла, как я уже говорил, вобла стали немножко больше ловить, тоже она где-то немногим более 5% в общем лове составляет. Далее за ними идут сом и сазан, это около 5%, там 4,8, 4,9% там падает на эти два вида рыб. Вот. И, ну, остальное, что у нас остается, это, конечно, остатки, это карась, и змееголов, там, берж. Вот на них уже падает там, ну, минимально совсем количество вылова рыбы. Значит, на какие виды реально ориентирован промысел, ну, я уже говорил. Если брать в коммерческом отношении, он, конечно, ориентирован на вылов наиболее ценных видов рыб. В первую очередь это судак. Ну, потом за ним идет, конечно, значит, сазан, сом, жерех. Ну, в последнее время довольно-таки большой спрос появляется и на змееголову. Как вы оцените предложение о запрете использования составных сетей на озере Балхаш? Ну, в свое время мы предлагали, если не ошибаюсь, в 2013 году мы хотели ограничить использование составных сетей. То есть по южному берегу запретить его использование, кроме зимнего периода, то есть во время ледостава составными сетями по южному побережью можно, а все остальное время оно будет запрещено. Вот. И оставить только промысел вегетационный период только по северному побережью. Ну, наше предложение, значит, рассматривается до сих пор. Вот. Возможно, мы со временем вернемся к этому вопросу. Но я думаю о том, что, конечно же, с экологической точки зрения и с биологической точки зрения, значит, применение неводов, она более целесообразна, скажем, чем применение составных сетей. Составные сети сейчас на Балхаше, если бы они ставились те, которые разрешены, конечно бы, мы меньше бы ущерба, значит, имели бы, скажем, от использования составных сетей, чем, скажем, от тех сетей, которые сейчас используются. В основном используются, конечно, китайки, так называемые, это мононити. Ну, хоть они и запрещены, но сколько вот мы ездим по водоему, ну, все озеро, как говорится, километрами. Мы иногда видим, километрами выставляются эти сети. То есть они стоят. Ну, рыбоохрана их сколько может собирает, конечно, но они каждый раз появляются снова. Вот. То есть это бич для Балхаша. Поэтому было бы, конечно, более, скажем так, полезным, целесообразным именно все-таки прийти к тому, что все-таки на Балхаше больше развивать неводной улов. Есть, скажем, у нас в будущем проект о том, чтобы помимо закидных неводов мы хотим использовать, попробовать использовать на Балхаше ставные невода. То есть это мы получаем рыбу более высокого качества, во-первых, значит, чем, скажем, те же самые, которые вытаскиваются из сетей. Поэтому мое личное мнение, что, конечно, ограничивать нужно использование составных сетей на озере Балхаш. А если 4 вида рыб, которые хранятся, попадают в сеть, рыбаки выпускают или проверить? Ну, я думаю, что ответить на этот вопрос точно я не смогу. Потому что рыбаки говорят, конечно, что они выпускают, естественно. Вот. Но так как они занесены в Красную книгу, то у них очень большие штрафы. Поэтому никогда ни один рыбак не скажет правду. Значит, выкидывает. Ну, я знаю, что, вот, например, со слов некоторых рыбаков, если попадается молоть, скажем, осетра, да, то они ее выпускают однозначно. Ну, когда попадется более крупные особи, конечно, здесь уже поверить трудно, что человек может. Ну, я думаю, что все природопользователи все-таки, большая часть их законопослушные. Я думаю, что они выпускают все-таки воду. Скажем, вот в прошлом году, это точно уже мы знаем, на реке Или поймали аральского усача весом 10,5 килограмм. Это уже точно известно со строк рыбоохраны, которые присутствовали. Единственное, они зафиксировали даже этот факт выпуска.
Ну, к сожалению, видео не сохранилось, но я даже, значит, встретился с тем рыбаком, который сам выловил его. Он с города Алматы, любитель рыболов. Он говорит, мы его взвесили, сфотографировали и выпустили в воду. Вот. Поэтому, конечно, большинство, я думаю, природопользователей все-таки выпускают те запрещенные виды рыб в живом виде обратно в озеро. Ну, вопросов пока я больше не вижу, но я думаю, что по эфиру у нас время, я могу, конечно, еще много говорить, но эфир все-таки у нас не такой растянутый, поэтому я благодарю за участие в нашей беседе. Вот, и пожелаю вам всего самого наилучшего, здоровья вам, не болейте. Решить, да? Тоже сохранить. Завершить тоже надо? Сейчас.